Ну, кажется, мы в эфире, да? Ладно, начинаем. Дорогие друзья, добрый вечер, всем привет. Меня зовут Аза Авдали, и сегодня в гостях Мурат Тезе, известный курдский ученый, исследователь, человек, который много времени и внимания посвятил исследованию страниц курдской истории, очень востребован в экспертном сообществе, потому что, ну, хорошо разбирается во всех перипетиях и коллизиях курдской проблематики, а потому каждое его выступление, каждая его статья, каждая его книга, она очень интересна, любопытна, очень богата, информативна, хорошо аргументированно, а потому убедительно. Итак, господин Экрем Энер, слушай, извини ради бога, я очень рада тебя видеть, но знаешь, что хочу сказать? Вот удивительно, вот сейчас я споткнулась на твоем имени, потому что я посмотрела, сколько лет мы знакомы. Мы знакомы с тобой целых 40 лет. Даже страшно произносить эти цифры. Ну, для меня ты всегда был Азат, да, и поэтому вот это Экрем НН у меня даже артикуляция тормозит. Ну, ладно. Рада Согласен. очень тебя видеть. Спасибо, что ты согласился на это интервью. И я очень надеюсь, что все, что мы будем говорить, ты будешь говорить, это будет очень интересно. А ты рад? Спасибо. Я Да. хочу поблагодарить Риатазе дали нам такой возможности выступать. Но, как вы сказали, Аза, мы с вами уже очень давно знакомы. Мы с Да, вами да, да, да. еще вели борьбу за права русского народа еще Да, давным-давно, да, еще да. в советские времена, еще потом. Но, правильно говорите, для вас, я всегда, у меня был Азат, не Мгм. Экрем. Я понимаю вас. Но тогда же был такой ситуация, вы Ну да, понимаете, да, тогда да. мы Это все по советским временам, деталь. мы чуть-чуть полулегальны, можно сказать, мы были, учились Точно. в Советском Союзе. Но я очень рад тоже, мы с вами еще раз встретили, и мы с вами, как говорят, и в социальном, и в политическом смысле. Мы давно знакомы, так что у нас очень много общего. Это И правда. спасибо. Ладно, ну, в общем, слушай, тема нашей сегодняшней беседы, она вот, ну, очерчена уже в названии, да, курдский вопрос, ну, и в свете вот политических реалий современности. Ну, политические реалии современности – это такое растянутое понятие, но мы будем в основном говорить о тех реалиях, которые так или иначе связаны с курдской проблематикой. И потому, мне кажется, очень логичным, если ты начнешь говорить о том событии, которое случилось вот буквально 10 дней назад, встреча двух президентов двух великих держав, России и Соединенных Штатов, значит, Путина и Байдена. И знаешь, в преддверии анонсируя эту передачу, многие эксперты говорили, что она, ну, в общем, она не будет прорывной. А мне кажется, что она была прорывной, хотя бы потому, что она вообще случилась после всего того, что ей предшествовало, да. И потом мы же не знаем всей правды, что они там обсуждали, как они там обсуждали. Мне кажется, что вот уже важно то, что оба президента сказали, что они довольны этой встречей, наговорили друг другу кучу комплиментов, и Путин вообще сказал вещь, по-моему, такую очень характеризующую эту встречу. Он сказал, что было впечатление, что они говорили на одном языке. Ну, это уже, так сказать. И потом, когда уже на пресс-конференции его спросили, а как он оценивает результаты этой конференции, он сказал очень философично, что вспомнил там цитату Льва Николаевича Толстого, что в жизни нет счастья, есть только зорницы. И вот цените эти, значит, зорницы счастья. Э, и вот, продолжая эту мысль президента России Путина, скажи, пожалуйста, а вот в этом контексте, как ты думаешь, ну пусть не курдская тема, но э, вообще о курдах в свете вот всего того, что происходит на Ближнем Востоке, можно ли говорить, что был некий прорыв? Пусть не счастье, но какие-то зорницы надежды для курдов, они все-таки где-то на каком-то небосклоне открылись, или это все-таки наши иллюзии? Ну, конечно, то, что вы говорили, на самом деле, как много экспертов в мире вообще, и в России, и за рубежом, и также курсские эксперты,
пришли в общее согласие, что из этого до совещания, из этого совещания ничего нового не происходит. Единственное, но я даже написал об этом, я выступал в других телевизионных каналах, я всегда говорю, что в крайнем случае, как вы говорили, это хорошо, что они встречают. И плюс я до встречи говорю, что в крайнем случае они выводят под контроль российские американские отношения. И мне кажется, они в этом добились, кстати. Они хоть взяли под контроль это двухсторонние отношения. Как вы знаете, поскольку сегодняшняя тема будет больше связана с курдскими проблемами и международными отношениями, но я так считаю, поскольку Курдистан находится в регионе, где основной интерес Запада и России всегда там иногда, как говорят, противоречит. Это граница. Курдистан это граница, где именно Россия и Запад всегда. Это не сегодня, испокон веков. Я минимум последние 200 лет, можно сказать. Они именно так, Курдистан находится на границе между Россией и Западом, можно так сказать. И где интерес России более исторически был всегда по интересу России в этом регионе. Но, как вы знаете, после Первой мировой войны, так мы не будем далеко идти, после Второй мировой войны, вы знаете, несколько договоров были, первым Сайкис-Пико, потом Лозанн, то, что с Курдом, потом Север, но и создавалась, скажем, одна система. Потом до Второй мировой войны, вы знаете, уже с Ялтовской конференции в 1945 году, новая, еще одна система, и до распада СССР эта система продолжалась. И я бы сказал, всегда курдская проблема, всегда, что в Сайкис-Пико, что в Второй мировой войне и что сегодня. Всегда она была один из главных вопросов между Западом и Россией. То, что вы говорили, это, может быть, это был скрытый, за дверями этот разговор шел. Но не важно, но результаты, сейчас документы нам показывают, исторические документы из архива, все показывает, что курдская проблема всегда была один из вопросов, где прикоснулись интересы России и Запада в курдском регионе. И курды всегда были один из факторов, которые они об этом не могли обойтись без этого. И вот. Я так считаю, и сегодняшний, от последней встречи тоже между Байденом и Путиным, тоже курдский вопрос был один из вопросов, которые они обсуждали. Несмотря Ты думаешь, что они обсуждали все-таки? Азат, извини, они обсуждали? Слово «курды» произносилось? Абсолютно, я могу 100% сказать, что обсуждали курдские проблемы, именно курдские проблемы, не просто, скажем, Сирия, Ирак, Иран и Турция. Да, обсуждали эти регионы тоже, но обсуждали именно и курдский вопрос. Как с курдами делать, что с курдами будут делать. Я так считаю, тем более вы хорошо знаете, один из главных вопросов был Сирия в этом переговоре. А в Сирии один из главных вопросов – это курдский вопрос. Сегодня, в крайнем случае, один из главных вопросов. И мы хорошо знаем, что Россия, что США после событий в Сирии последние 10 лет всегда любая конференция, любое совещание, любая встреча без курдского вопроса не обошлось. Что Лавров с министром иностранных дел западных стран или члены Трансатлантического союза, всегда курдский вопрос обсуждался. Кроме того, мы хорошо знаем, Путин несколько раз откровенно выступал в пресс-конференциях по курдскому вопросу. Мы хорошо знаем, Байден, еще когда был министр иностранных дел США, он встретился с Масудом Барзани, и он говорил, у нас с тобой хватает возраста, чтобы видеть независимый Курдистан. Это мы все знаем, что они всегда, курдский вопрос был в центре внимания оба страны. Здесь вопрос, как они подходили или какие у них позиции. Если меня спросили, как я это не сегодня говорю, не вчера, уже минимум 10 лет, особенно после событий в Сирии. Я так считаю, не Россия и не США, или так сказать, и Россия и США, они за, чтобы курдская проблема, может быть,
как я и вы, как мы хотим, может быть, не как они так хотят, но они в крайнем случае, они хотят, чтобы как-нибудь, чтобы курды, если будет какой-то договоренность, чтобы курды тоже были довольны в этих решениях, что Сирия, Хорошо, что Ирак. извини, я тебя перебью. Прости, пожалуйста. Ну, вот есть такое в экспертном сообществе, в аналитической такой среде, есть такое, так сказать, ну, устоявшийся уже термин, уже буквально больше 10 лет, курдский фактор, да? Почему же этот курдский фактор так, ну, вообще не реализуется? То есть, вот понимаешь, вся логика событий, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, и в Сирии, и в Ираке, она показывает, что ни Запад, ни Россия не используют курдский фактор для продвижения не курдских интересов, своих собственных интересов, понимаешь, потому что решение курдского фактора прежде всего в интересах этих вот двух, вообще тех великих держав, которые сейчас буквально локтями выталкивают друг друга из пространства ближневосточного региона для того, чтобы урвать кусок пожирнее, да, но ни Россия, ни Америка, к великому сожалению, не используют курдский фактор, исходя из национальных интересов Курдистана. Для них это вообще то самое. И я тут, знаешь, вот мне было так обидно, когда я прочитала высказывание нового премьер-министра Израиля Беннета, который сказал, что мы будем говорить со своими союзниками, со своими партнерами, чтобы их очень осторожно, но очень убедительно убедить в том, что мы никогда не выпустим из наших рук нашу собственную судьбу. Мы будем делать все для того, чтобы сохранить и защитить все наши завоевания, то есть государство Израиль, и никому не позволим. Слушай, я подумала, ведь такая же история у курдов. Но почему мы не заявляем, мы все время ждем чего-то? Может быть, пора и нам сказать, что мы не выпустим нашу судьбу из наших рук. Я не знаю, вот скажи ты как эксперт, что ты скажешь? Абсолютно, вы прав, я 100% с вами согласен, и Аза, вы хорошо знаете, у меня есть такой известный фраза, я всегда в конференциях, пресс-конференциях, в телевидении, программах, я всегда повторяю, это очень известно, как я всегда повторяю, пока курды из фактора не перевернется на актерами, у нас ничего не получается. Но чтобы быть актерами, как вы сказали, это многие вещи, да, многие зависят от США или западных, и трансатлантических союз, и России, но мы должны знать, и многие вещи зависят от нас, чтобы быть актерами. Пока мы не будем из фактора, не будем развиваться в стороне актерами, у нас ничего не получается, и, к сожалению, это проблема, поскольку, но если я не скажу, что я очень хорошо знаю курдскую историю, но я неплохо знаю, я могу так сказать, последние 150 лет, я могу сказать, да, и Первой мировой войне, и Второй мировой войне, и сейчас. Курды не могли использовать, когда интересы Запада или интересы России совпали с курдскими интересами, курды не могли этот момент использовать как следует. Именно тогда курды могли быть актерами, когда интересы А что помешало им, Азат? России. Что им помешало? Почему не смогли? Я так считаю, да, абсолютно это хороший, именно как раз вопрос, именно вся эта, как говорят, вся проблема создает в этом вопросе. Что мешало? Я так считаю, исходя из изучая курдскую историю, политически последние 150 лет, я так считаю, два фактора основном, я могу больше, есть другие факторы, но два главных фактора. Один фактор. Курды, и сегодня, кстати, этот фактор продолжается. Курды очень доверительно относятся к дипломатическим отношениям. В дипломатических отношениях, Аза, вы лучше меня знаете, нету постоянных друзей, есть постоянные интересы. Курды это никогда не использовали. Курды всегда думали, что есть постоянные друзья. Это самая большая ошибка. Вторая проблема, это, если смотрите даже Первой мировой войны, до Первой мировой, Сайкс-Пико и после нее до Севера, Лозанн-Север, и Парижской конференции, до всего этого, посмотрите, всегда Англия, особенно Англия, очень много обещал курдам. Обманывали. Даже Россия, у нас есть исторический документ, у нас есть документы сейчас, которые письмо курдских лидеров, которые отправили
в МИД России, отправили в руководителя царской России, потом Советского Союза. Они тоже обещали. Но курды в этом доверяли что Англия, что Россия, что других стран, что Франция. Они Потому что доверяли. очень наивные или что? Потому что очень наивные или что? Что мешает? Какое ограничение? Я могу так сказать, по моим мнениям. Мы, если смотреть европейский менталитет и восточный менталитет. Европейский менталитет, они думают по логике. Восточный менталитет, они думают по чувству, по чувствительности. Поэтому это можно так сказать, уже проблема цивилизации, можно сказать, я бы так сказал даже. К сожалению, мы, восточные люди, в основном, мы более чувствительны. Мы верим на словах, мы верим на красивых вещах, но европейцы, они более по логике, не по чувству. И поэтому у нас большая проблема. Извини, пожалуйста, если мы такие восточные люди, у нас своя какая-то логика, почему же мы так отличаемся от других восточных людей? Почему их логика работает в их интересах? И только наша курдская логика все время хромает, слушай. Почему мы отстаем от всех остальных? Именно хороший вопрос. А знаете почему? Потому что все, даже арабы, турки или персы и другие народы, армяне или другие, которые на Востоке, да? Я так считаю, проблема курдов у великих держав и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, и сейчас даже, они не в центре внимания или в их интересе создавать курдского государства. Даже я бы сказал, если, скажем, Россия, Франция, США, даже, скажем, когда у них интересы с курдами, они имеют хорошие отношения, но когда у них интересы не с курдами, хоть они не враждуют с курдами. Но Англия, она всегда была враждебные отношения с курдами. И, кстати, это вот то, что вы, ваш вопрос, я имею в виду, то, что вы говорите, все эти, которые и турки, кемалисты, с помощью Англии создавали после Османской империи. Арабские страны, 21 государство с помощью Англии и Франции. К сожалению, именно когда создавали для турков, когда создавали для арабов государств, именно их интересы, или Курдистан, или курдские интересы, не совпали с их интересами. Они тоже, как мы, с чувствами думают, но другие им создавали государства. Не просто они сами были умнее, чем нас, или по-другому думали. Интересы Запада или интересы Англии, скажем, было для них это создавать для них государство. У них с курдами не было такой. Даже хороший пример я могу дать. Это самый последний. Шейх Махмуд Барзанджи, когда Англия в Ираке были. Они создавали Ирак, создавали Сирию, создавали. Но Шейх Махмуда взяли в ссылку отправили. Когда Шейх Махмуд объявил себе королем Курдистана, и он объявил... Здесь вопрос не в том, абсолютно хороший вопрос задавали, не в том, что они умнее, чем нас, а просто Запад или великие державы им создавали государство. Мы хорошо знаем, вот Кемалистская Турция после распада Османской империи. Англия создавала. Вот они, ничего не было просто, ничего не было. Арабские страны, вы хорошо знаете, 21 государство, Англия, Франция создавали. Сирия, Ирак, Иордан и так дальше. А Курдистан не были в их интересе. Поэтому они нам ничего не делали. Не только ничего не делали, они еще противостояли против нас. Мы хорошо знаем, в Османской империи и в Республиканской Турции. До 20, вы хорошо знаете, до Парижской конференции в 19 году, потом Лозанн, потом Север и закончился уже с курдами. Здесь вопрос не в том, что они умнее, чем нас, а просто западные интересы было. Они создавали им государство. Хорошо, но получается, что у Запада есть некое ограничение восприятия мира. Почему они считали, что вот создание огромного количества арабских государств, и, в общем, то, что они сотворили, это прям вот очень здорово, это в интересах их. Почему именно на курдах падает занавес, и они ничего не видят? Полная тьма в отношении курдов. Мне кажется, еще одна проблема у нас у курдов. Мне кажется, они вот из тех
курдских лидеров, которые я говорю, в этот период Первой мировой, Второй мировой и сейчас, они в курдов не видят, как вам говорите, они не видят, что курды делают все то, что они хотят. Если не есть интерес, они скажут, нет, мы не будем делать. Вот я могу последний пример отдать, последний пример для нас современный. Вот когда была проблема Мусула, если хорошо помните, да, когда ИСИС, когда исламское государство захватил Мусул в Ираке. И мы хорошо помним, в Курске, вы знаете, Мусул и один часть в Курдистане находится, иракском Курдистане, один часть арабские регионы. И пешмерге воевали за курдских регионов, где была в руках ИШИДа, да, исламское государство. А когда американцы сказали Масуда Барзани, вы можете помогать нам, чтобы мы освободим арабские регионы тоже. Масуд Барзани, пешмерге для защиты Курдистана, это не для защиты других регионов. Понимаете, о чем я говорю? Да, они конечно. Не видят в курдов, они видят в курдов, да, они могут дружить, но если не видят интерес, они скажут, нет, мы не хотим. Мне кажется, это тоже одна проблема была. И этот пример, могу с Муку Агаешкаки сравнить, могу с Хази Мухаммадом, могу с Малам Барзани, могу. И этот пример много есть. Они не уступали, когда были их национальные интересы. А эти другие, извини меня, вы хорошо знаете, с Первой мировой войны до, когда они создали арабские государства, фактически арабский народ не участвовал в правительстве. Это все были люди, которые англичане просто поставили или французы поставили на власти. А с курдами такого не произойдет, скорее всего, тогда. Они поняли, что курды к этому не пойдет, именно курды будут или Симку Агаешкаки, или Хази Мухаммад, или Сейд Абдул-Кадр или другие, они будут управлять. Не то, что они кого-то хотят поставить. И поэтому это тоже один фактор. Я не говорю это все. Я почему чуть-чуть говорю, чтобы понятно было на ваш вопрос, почему арабам, туркам, персам они создавали, а нам просто. Мне кажется, многие факторы, но один фактор, еще Курдистан, мне кажется, они не хотели дать. Вот скажем даже, возьмите Киркук сегодня, да, Киркук. Она испокон веков, это проблематично, и именно Англия никогда, она не будет смириться, чтобы Киркук был курдский город. Никогда она не будет смириться. Несмотря после Первой мировой войны, Второй мировой войны, Ирак произошло изменение, Советский Союз там влиял на это правительство, последние 40 лет, потом Саддам убрать. Англия всегда, она считает и сегодня, она считает, это Ирак, это как ее часть. Она так смотрит на Ирак. И поэтому то, что сейчас происходит у нас тоже в иракском Курдистане, то, что последние это события, которые как напал на Пешмерге, то, что они до этого они взрывали трубопровод, этот нефтепроводы, все это же больше, чем ПКК. Это за нее стоит Англия. Сегодня тоже Англия, сегодня даже нам не дает успокоиться. Чуть-чуть в иракском Курдистане. Хорошо, но у курдов, у власти курдистанской есть понимание вот этого слабого места у них, за которым стоит Англия? Они это все понимают? И есть ли у них план? Это же не может длиться вечно. Значит, курды должны взять какую-то инициативу в свои руки. Значит, надо что-то делать, потому что под лежачий камень вода не течет. Это мое мнение, я не знаю. Я не знаю всех тонкостей, всех подводных камней. Я могу 100% сказать, почему. Вот я хорошо помню, когда был референдум в иракском Курдистане, я тогда очень много статей писал именно про англосаксонские влияние на Курдистан. Очень много написал, как они противостоят англосаксоны. И очень много этой статьи есть 3-4 года назад, 2017 года. Я почему об этом говорю, почему? Я много писал, но многие даже стали, типа, это фантазия чуть-чуть. Многие так считают, тогда. Типа, вот, они нас поддерживают, Запад и все. Масуд Барзани сейчас опубликовал книгу недавно, если вы слышали, наверное, на месяц назад. Опубликовал книгу у него. И эта книга все про этот, во время этого события, этот референдума, как Америка, как Англия, как они подходили, что это, может быть, это неудобно сказать. Как раз об этом мы программу сделали в другой телевидении.
что один друг мне спросил, как будто ты 3 года назад знал то, что Масуд Барзани сегодня пишет. Масуд Барзани тогда знал. Тогда не было времени опубликовать. Сейчас он все это пишет подробно. Как Англия, как они с турками, с Ираном, с Ираком, как договорились насчет Киркука, против референдума. Это все, на ваш вопрос, ответа. Иракский Курдистан, руководитель иракского Курдистана, регионального правительства, они это хорошо знают, они это хорошо понимают, но, может быть, сейчас они говорят об этом, но вот последний пример, книга Масуда Барзани, он один к одному то, что, например, 3-4 года назад я написал, один к одному в его книге, вы можете читать даже, есть на турецком, есть на арабском, есть на курдском. Недавно он опубликовал. Я почему об этом говорю? Курды это знают. Может быть, не все, согласны. У меня такое ощущение, хороший вопрос был. Среди курдских движений именно единственный иракский Курдистан и руководитель регионального правительства, они хорошо понимают. Другие, к сожалению, не очень хорошо в этом, не учитывают это хорошо и не видят. Даже сейчас, я когда написал последний событие, когда ПКК напал на Пешмерге, я сказал, это проблема больше, чем ПКК. За это стоит Англия. И даже с какой-то часть саксонами тоже, с американцами. И результат, почему об этом я думаю? Потому что Англия, как я говорил, считает Ирак это ее часть. У них менталитет, несмотря Ирак уже государство перешло, я говорил, Советский Союз влиял, потом Саддам убрали, но они всегда, у них менталитет, Ирак это их. Они никогда не простит курдов, не простит курдов, они никогда не простит сейчас, не простит курдов, что курды сделали контракт с Роснефтем на 20 лет, что все иракский, курдистанский нефть будет через Роснефть идти на международных рынках. Они никогда курдов не простят. Никогда. И то, что сейчас происходит в иракском Курдистане, то, что сейчас, они откровенно, я об этом говорил, откровенно курдам говорит, мы не допустим, что вы без нас отдаете русским иракский курдистанский нефть. Это же, конечно, так, как я говорю, откровенно говорю, но я из этого, то, что происходит, я этого понимаю. И курды это понимают, иракские курды это понимают. Они не простят курдов, они говорят, это мы сколько воевали, сколько деньги вложили, сколько наши солдаты погибли, вы отдаете нефть русским. И на 20 лет. Понимаете? Понятно. Вот это, и кстати, я могу сказать, в этом курды не виноваты. Запад виноват. Конечно же нет. Они сами. Слушай, вот ты интересную вещь сказал, да? Извини, пожалуйста, давай продолжим твою мысль. Да. Ну вот они не... А что последует вот, в контексте курдских, так сказать, проблематики, что последует в отношениях между Америкой и Турцией вот в этом направлении? Почему я тебя спрашиваю? Потому что вот буквально 2 дня тому назад Болтон, значит, в своем твиттере написал, что он, значит, вступил в некий консультативный совет, цель создания которого продиктовано было, ну, как-то наказать Турцию, которая, продолжая вот эту, так сказать, логику англичан, Турцию, которая, так сказать, отвернулась, значит, спиной повернулась к НАТО, к демократии и, значит, вот развернула свои объятия, значит, в сторону России. Ну вот скажи, пожалуйста, а Россия, выстраивая свою геополитическую игру на Ближнем Востоке, ну она же, у нее есть сценарий, да, она вот прочно сейчас сидит в Сирии, и у нее есть на то, так сказать, основания, и есть все права, значит, двигать свои интересы. Вот Россия, вот выбрав вот это, то есть в ее сценарии сегодня абсолютно явственно 2 союзника, это Иран и Турция. Насколько оправданно вот это, вот возвращаясь к курдскому фактору, Россия ведь тоже не учитывает совершенно курдский фактор, говоря, что вот, ну, всем своим поведением, всеми своими действиями она говорит о том, что Турция – это надежный союзник,
И, значит, вот Эрдоган – это именно тот партнер, с которым удобно, приятно работать. Тогда возникает вопрос, как у обывателя у меня. Совсем недавно турки, я даже тоже не ухожу глубоко в историю, не вспоминаю эти русско-турецкие, крымские войны всякие. Турки сбили российский самолет, убив русского летчика. Турки, именно турки, расстреляли русского посла. Допустим, что турки, значит, ну, вот они теперь такие надежные партнеры. Хотя мы знаем, что они совсем ненадежные партнеры. Но, знаешь, такими друзьями и враги не нужны. А вдруг случится снова, с учетом характеристики и психики Эрдогана, у него же, он же не скрывает своих амбиций, правильно? А что, если еще раз кто-то случайно, не специально, какой-нибудь турецкий там сидит военный и запустит ракету в очередной русский самолет? Или же какой-нибудь больной турецко поданный совершит покушение на нового турецкого посла. Что за этим последует? Последует ли переоценка России своей, сказать, вот уже выстроенной игры, выстроенного сценария, или Россия в какой-то момент поймет, что у нее есть надежный друг, партнер, союзник, у которого есть понятие чести и данного слова. Такое возможно? Ну, Азат, во-первых, я хочу, перед я объясню этот ваш вопрос, очень интересный. Одну вещь скажу. Отношение России к курдскому вопросу. Вот два слова я буду, двумя словами я буду объяснить. Россия, поскольку я знаю, последние 150 лет и до сегодняшнего дня, она всегда заинтересована была бы, курдский вопрос должна быть актуальным. Должна быть актуальной. Всегда должна быть актуальной. Даже я недавно писал одну статью, я написал, даже если ни один курд не остается требовать курдские права, Россия все равно, они актуализируют курдские проблемы. Это у них стратегия. Но Россия всегда заинтересована, была курдская проблема актуальная, но она заинтересована была в рамках их интересов. Они помогли несколько раз курдскому движению, чтобы получить какие-то права. Вот я могу пример отдать. Несколько раз получился, например, вот, скажем, в Махабадской республике была, они получилось, потом они вынуждены выйти. Не только Красная Армия и Англия, они договорились, вышли, потом разрешили. Потом, мы хорошо знаем, в 70-е годы они поддерживали Мустафа Барзани, даже они стали посредниками между Саддамом и Молла Мустафа Барзани, и они сделали договор об автономии курдской автономии в Иракском Курдистане, они в Конституции Ирака. Они. Вот это явно это российская поддержка была, можно так сказать, потому что откровенно был этот договор между Барзани и Саддамом, а посредники были Россия, и именно был Примаков посредник. Но и сегодня, даже сегодня, все равно Россия, она в рамках своих интересов, она считает, что курдский вопрос, курды должны получить какие-то права в регионе, они должны свою национальную культуру, национальные традиции сохранить в рамках этих государств. Но если меня спросить, это просто, вы знаете, мы живем в такой современном мире, никто не может догадаться завтра, что будет. К сожалению, мы в такой мире живем. То, что сегодня мы говорим о том, что сегодня мы имеем. Но завтра, но почему-то, понимаешь, когда речь идет о курдах, вот это, знаешь, очень, так сказать, уместно. Бедному жениться, ночь коротка. Я понимаю, что мы живем в очень другое, какое-то особое время. Но как только речь идет о курдах, все упирается в какую-то стену. Вот все хорошо, да, курды... Хорошо, продолжи свою мысль, потом мне интересно, что ты скажешь дальше. Да, например, я могу еще одну вещь сказать. Интересно, кстати, тоже. Вот когда был курдский референдум, современный, 3 года назад, до референдума весь мир, весь курды, они думали, Запад поддерживает этого, Америка поддерживает, Россия могут быть против, и неизвестно было, да? Это правда. Результат показал наоборот. Весь Запад был против, а Россия более умеренно относится. Они сказали, курдский народ имеет право референдум делать, но это не значит, что они сразу отделятся. Я почему об этом говорю?
то, что часто происходит просто, и даже, я бы сказал, даже Россия рисковали это дело, не просто так. Видимо, в их интересе были это такой позицию занимать. Вот как раз тогда был вопрос нефта, вопрос Роснефта, вопрос контракта, и все это было понятно. Но политическая позиция, это была для России была рискованная, потому что у них отношения с Ираном, с Турцией, с другими, они могли портить позицию. Я почему об этом говорю? Почему? У России всегда была такая исторически минимум 150 лет. Курский вопрос должен быть актуальным, всегда актуальным. Но чтобы курды добылись до конца, она, к сожалению, до конца она не поддерживала. Я могу десятки примеров отдать. Могу Сумко, могу Хади Мухаммед, могу Малам Сафа Барзани, могу сейчас, и могу дальше. И комитет Азади в турецком Курдистане, когда этот Халбагеджи и другие. Все они имели отношения с Россией, все они, даже корпус Саим Паша, и все они, но они обещали что-то, они, можно сказать, исходя из документов не видят, но я говорю, они заинтересованы были в курдском вопросе, но они не поддерживали до конца, чтобы курды добились на свою. К сожалению, это факт. Но то, что с отношения Турции и Эрдогана, но я могу это одну вещь сказать, Азат. Последняя встреча Эрдогана и с Байденом, мне кажется, курды должны внимательно это смотреть, внимательно это учитывать. Я, кстати, первый раз я здесь буду говорить. Это очень интересно. Мне кажется, Байден, Америка была заинтересована, чтобы убрать Эрдогана изначально. Убрать его. Потому что Эрдоган не в их интересе был, ведет политику. Но попытки делали, не сколько попытки. Они, как вы знаете, когда был переворот недавно, 2-3 года назад, через Фатхулла Гюлен, через другие. И сейчас даже они сказали, если вы хорошо помните, перед выборами Байден сказал, если я приду к власти, я буду откровенно сказать, я буду поддерживать оппозицию, убрать Эрдогана. Но мне кажется, после Байдена пришел к власти, даже может это созрится не сейчас, еще до выборов созрится, Америка смирилась с Эрдоганом. Они поняли, попытки сделали его убрать несколько раз, не получилось у них. И они сейчас смирились с Эрдоганом. Вы знаете, как в шахматы есть такая игра гамбит. Гамбит это когда первый пешку дает противникам убрать, чтобы потом, чтобы добиться свою. Мне кажется, сейчас Америка с Эрдоганом идет такую игру. Они сейчас ему простили, они сейчас ему хотят иметь хорошие отношения, они даже я бы сказал так, это курдам очень важно, что на этот быть внимание. Америка сейчас хочет с Ближнего Востока постепенно свои солдаты, свои военные техники хотят убирать, скажем, из Ирака, из Иордана, из Сауди Аравии, из этих регионов. У меня такое ощущение. А из Сирии? Из Сирии тоже? Из Сирии тоже. Почему из Сирии? Правильно, молодец, это хороший вопрос. Из Сирии тоже. Почему я об этом говорю? Они, естественно, для Америки нужен сильный партнер в Ближнем Востоке. Для них это Израиль, это главный этот партнер был. Да. И сейчас, но конфликт Израиля с арабскими государствами не дает Америке полностью поддерживать Израиля, и Израиль не делает такой партнер, чтобы они их интересы защитили. Потому что они не могут всякие арабские государства против себя поставить. Но особенно последние события в Иерусалиме или с палестинами, это еще хуже стало. Для Америки сейчас единственный вопрос, кто может в регионе защищать их интересы, это Турция. Во-первых, Турция член Североатлантического союза. Во-вторых, Турция более-менее сравнивая с других регионов Ирака, Ирана, Сирии, Турции, она более-менее себе чувствует как-то, если не комфортно, более-менее умеренно себе чувствует, или чувствует себе комфортно, можно чувствовать, можно сказать. И у них не такие большие проблемы. Самая большая курдская проблема, к сожалению, они захватили курдов снутри. Как, к сожалению, курды, если было бы сильное курдское движение в Турции, турки не могли бы так спокойно левое право захватить и в Сирии войти, в Ирак войти или Хорошо, в Йемен. Давай поговорим об этом. Я очень хочу, чтобы ты сказал нам, что там творится сегодня, каковы вот все изнутри. А
о положении, о курдской проблеме в Турции. Как ты ее характеризуешь? Чем оно наполнено? Что такое? Ты знаешь, почему я тебя спрашиваю? Потому что, ну, 20 миллионов официально считается. Раз власть согласилась с этой цифрой, там, значит, все 30 Я миллионов. Ну, думаю, ладно. больше. Да. Да. Пусть будет столько, сколько они говорят, 20 Будет миллионов. 20 миллионов, да, так, 20 миллионов, да. Да, хорошо. Так. И что эти 20 миллионов, как пытаются нас кто-то убедить, они находятся под влиянием определенной идеи, определенной идеологии. Это же смешно говорить об этом. Потому что курды, ну это же факт тоже, ты сам оттуда. Курды, значительная часть курдов в Турции, она так глубоко укоренена в турецкую почву. Они говорят по-турецки. Они строят свои судьбы, свою жизнь, свою карьеру именно в Турции. Их это совершенно не раздражает. И мне кажется, что это нормальным. Не нужно понимать, что вынашивать какие-то планы и делать иллюзии. Эти иллюзии, кстати, они направлены против курдов. Вот теперь скажи мне, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Турции, что это такое, какие тогда, какого выхода, вообще, что такое курдская инициатива Анкары? Это кем была провоцирована эта вот инициатива? Да. Что это такое? Ну, для этого, да, конечно, это очень чуть-чуть больше времени требует, но я буду коротко, чтобы ясно Ну, было для коротко, да, слушателей пожалуйста. и зрителей, да. Это очень интересный вопрос. Но, как вы знаете, курдский вопрос, особенно после Второй мировой войны, до 60-х годов, когда Маламud вернулся из Советского Союза, Ну, вообще это была понятно, тишина. да. Вообще. После 60-х годов, после Барзани вернулся из Советского Союза, во всех частях Курдистана уже бурный такой национальный движение начался, и курды Да. пришли к себе и требовали. Также в турецком Курдистане. В турецком Курдистане создавался с 60-х годов до 80-х годов. Создавалось очень много курсов организаций, ассоциаций разные. Особенно с 70-х до 80-х годов было очень сильное курдское движение, и она была, конечно, левая толст, и очень курдские разные партии. Там очень было партия социалист, Аларзгари, другие были. Очень много были, очень сильные движения. До 1976 году вдруг появился РПК, Рабочая партия Курдистана. Когда они появились, они начали, сказали, мы за независимость, за единую независимость социального Курдистана. Мы будем все это создавать. И это то, что эти организации, которые есть, десятки организаций курдские есть, они все предатели, они все ничего не хотят. Пока мы их не убираем с дороги, мы не можем с турками воевать. Мы должны их сначала их убирать. Они начали и напасть на тот организация, тот партия, третий, четвертый, пятый, и начали. Пока был военный переворот в 80-м году. После военного переворота явно было уже, они, плюс еще государство, армия еще напали на эту организацию, арестовали их, выгнали их в ссылку. И явно открыли дорогу для них, для РПК, чтобы она сильно стала. Открыли дорогу, фактически, можно так сказать. Но здесь один главный вопрос, важно, чтобы для зрителей и слушателей важно. Как РПК создана? Почему создана РПК? Так, рассказывай. По моему мнению, эта РПК создана, если вы хорошо помните, в 70-е годы до 80-е годы, до распада СССР, на всех члены Североатлантического союза создана такие организации, так называемые контргерилла. Контргерилла, что это было? Она в случае какой-нибудь левой революции в этих странах, что в Италии, что в Турции, что в Англии, что в Франции, в случае будет какая-то революция левая, полк, скажем, ближе к Советскому Союзу, эти контргерилла, у них была подпольная организация, контргерилла называется. Это никто не знал, государство финансировали, и никто их не знал. Они готовы были. Если в случае будет революция, они будут, и поэтому называли контргерилла. Я так считаю. Форма контргерилла в Турции, как член Североатлантического союза, это была РПК. Почему была РПК? Потому что все курдские движения, кроме РПК, были левые.
они были идеологически ближе к Советскому Союзу. И это дошло до того уровня, она уже угрожал интересы Североатлантического Союза, интересы Турции как Североатлантического Союза. Они создали такой организм, чтобы убирать этих организаций, которые мешают Североатлантического Союза и их члены, которые государства. Я так считаю, это изначально было создано Североатлантического Союза, как организация. Потом, после распада СССР, вы знаете, американцы много создавали, также Талибан в Афганистане. Они сами создавали, потом с ними воевали, потом, сами знаете, многие такие были. Любопытная версия. После распада СССР уже для Америки эти организации не нужно было. Уже не было такое движение, которое они их угрожали, их систему. Уже сама СССР уже исчезла. И можно сказать, они эти организации, если не фактически не бросили, фактически даже, может быть, деформировали. Но поскольку у Турции была своя еще курдская проблема, она ее сохранила. И она до сих пор сохранит ее. Но одно еще надо знать. До 2000 году эта политическая элита Турции, которая была на власти, она была ближе к Североатлантическому Союзу и Европейскому Союзу. А когда пришли эти новые либерал-исламисты, они постепенно их убрали из государства. Что из полиции, что из спецслужбы, что из армии, что из гособразования, что из Конституционного суда. Они постепенно эти кадры, которые были из Североатлантического Союза, их всех убрали. Я могу один пример дать. Только в армии 7 тысяч генералов и офицеров убрали. Это все были ближе к Североатлантическому Союзу. Потом что стало? Сама РПК и их легальные партии ХДП, они взяли сторону традиционной политики Турции, или называется кемалисты. Они взяли их сторону, и против этого либерал-исламистов воевали. Вы поняли смысл? То, что 3 года назад в турецком Курдистане, когда в Диярбакыр, Ширнак, Битлис, Муш, когда они были якобы за самоуправление, якобы воевали, почти тысячами курдских парней и девушки погибли, и ни за что. Это на самом деле, это к курдам никакое отношение не имело. Эти две политические элиты Турции, исламисты и кемалисты, воевали между собой через курдов. Вы поняли? Через курдов. Они хотели оставить друг друга. Почему же курды так заморочены этой глупостью? Вот ты это знаешь, я это знаю, тысячи людей это знают. А те, которые, понимаешь, жизни своих положили, сотни тысяч курдских детей уничтожили, они не понимают, что они творят. Ведь суд истории, он неизбежен. Что они скажут своим детям и внукам, эти люди, которые идут против своего народа? Курды почему так активно вовлечены в эту... конечно, не все курды, очень небольшая часть. Это все надумано, что прямо вот миллионы курдов там, совершенно, да, это не так. Но те, которые образованные люди, адвокаты, журналисты, там, я не знаю, кто еще, они что творят? Они не понимают, что они против курдов воюют? Это очень хороший вопрос, но, к сожалению, Аза, вы тоже как журналист хорошо знаете, и это моя специальность. Я докторскую писал о медиа и войне. У меня докторская об этом написана. Вы знаете, мы живем в такой современном мире. Медиа определяет все. А иметь сильные армии не главные определяющие силы. Иметь сильные медиа сегодня главные. К сожалению, тем более не сегодня мы говорим 10, 15, 20 лет назад, 30 лет назад, когда создавался такой. Турецкая медиа, она полностью, она очень хитрая, манипулировала курдский народ. Она дезинформировала, она пропагандировала. Именно их пропагандировала, что они с нами воюют, вот они такие герои, они за Курдистан, они за этого. Вы знаете, когда в такое обществе, как в Курдистане, вы хорошо знаете, даже пусть будут образованные, он не столько образованный, который он может понимать такой тонкости.
Он не столько образованный, принимать такие тонкости, как такой хитрый ход они делают, что Североатлантический союз против курдов или Турция сама после этого продолжали этот ход. Они фактически снутри, они захватили курдов. Потому что, смотри, эти курдские парни, за что они пошли за РПК? За что? За независимый Курдистан, за единый Курдистан, нет, правильно? более того, что не то, что они не пошли, извини, они не пошли за Курдистан. Что порочно, что глубоко преступно, они убедили курдов, ведь курдов же убедили, и курды, так сказать, вот эту идею выносят на общественное, так сказать, обсуждение, не только обсуждение, а принятие, что курдам национальное государство не нужно. Это как Нет, ну это... Курд может такое говорить. Я почему говорю? Я говорю, мы же говорим не о сегодня за результаты. Они ПКК последние 10 лет говорят, нам государство не нужен, курды не должны государство, это уже осталось, это уже прошлое, это уже дикое, курды должны быть в рамках. Но когда начало, то, что я говорю, в 75-м, 6-м, 80-м годы, курдские парни и девушки за что пошли в их рядах? За то, что они сказали, мы за независимый, единый социальный Курдистан. А потом, когда уже достаточно, уже все свое дело сделали, все захватили внутри, они сейчас постепенно их мозги, как моют их мозги, что курдам государство не нужен, это уже прошлое, это уже осталось, это курды не должны жениться между собой, это мы должны создавать, это семья вообще, это уже тоже в прошлое. Хорошо знаете, они об этом говорят, их лидеры. Семья не надо. И то есть, создавать. Слушай, Это все промывка мозги, курдские парни и девушки. Это промывка. И это не РПК, который сегодня мы видим делает. Это очень хорошие специалисты из спецслужб Ирана, Турции, Ирака, Североатлантического союза. Они хорошие, которые знают, как психологическая война, как манипуляция, как это дезинформация. Это их специалисты. Это же только кто разбирается в медиа, хорошо это понимает. А так обычные люди это не понимают. Это. Как это тонкости, которые... Ну, знаешь что, сегодня мир так открыт, что значит не понимает? Очень много, так сказать, возможностей, информационное поле, оно широкое, и оно открыто. Но когда ты понимаешь, ведь они продолжают уничтожать курдскую молодежь, продолжают тысячами, сотнями гибнут. Это же продолжается когда-нибудь. Этому будет конец. Курды проснутся, вот те курды, которые заморочены, которые унижены, оскорблены, у которых просто как пушечное мясо идет, они проснутся, что эти их командиры, которых посылают. Вот недавно парень один, бывший командир РПК, который выступал после того, все, что произошло в Курдистане, он же сказал: Бераеван, уходите оттуда. У него открылись глаза. Почему не у всех открываются глаза? Ну, Аза, я одну вещь скажу. Я думаю, наши слушатели, вы тоже, мы все много читали, мы читали книги, детективы про спецслужб, как они работают, как они делают. Мы читали разные спецслужбы. Понятно, но слушай, в какой-то момент человек должен проснуться. Вы знаете, эти парни и девушки, которые они вообще... Я бы сказал, как грамотные. Но грамотные это не значит читать и писать. Надо просто быть образованным еще. Я не уверен, что у них знаний хватает для того, столько тонкостей понимать. Это правда. У них не хватает, Но здесь одно, с точки зрения, я всегда это повторяю, и здесь тоже повторяю. Здесь очень большой долг на этот курсские медиа, курсские масс-медиа, на курсские телевидения, курсские другие. К сожалению, у нас есть очень много каналов, у нас есть очень много медиа, но у нас нет настоящего медиа. У нас нет настоящих профессионалов, которые это понимают, которые против этого пропаганды делают контрпропаганду, которые против этого манипуляции делают психологические войны. К сожалению, у нас нет таких специалистов. У нас есть. Почему нет, Азат? Скажи мне, почему нет? Почему у тех нет? Почему у нас нет? У нас есть, я почему говорю, у нас есть наши медиакомпании, так скажем, телевидение и другие, они не используют этих людей.
У нас есть, может быть, немного, но у нас есть такие люди, которые даже лучше их понимают, я бы сказал, потому что их опыт, их все это. Но, к сожалению, курды не... Но с этой масс-медиа, которую мы имеем сегодня в руках курдов, мы не можем бороться с медиа РПК. Мы не можем бороться с турецкой дезинформацией, манипуляцией, с иранской пропагандой. Мы не можем. Мы должны создавать у нас сейчас, именно сейчас, очень больше, чем армия пешмерга, больше, чем экономика, больше, чем все. Нам нужен сидеть думать, как создавать хорошие масс-медиа. Если мы это не сделаем, смотрите, иракский Курдистан – это единственный очаг, где курды могут добиться что-то. Могут. Если возможности будут, может быть, даже независимость будут. Смотрите, обычные курдские люди, которые я знаю, они ни с кем не связаны, ни агенты, ни турки, ни Иран. Они обычные курдские люди. Они выступают против иракского Курдистана. Почему? Потому что медиа РПК манипулирует их. Да. Они промывают мозгов, что они враги, они ничего не понимают, они дикие, они не знают, с кем связаны. Фактически, они сегодня хотят, единственный очаг курдов в иракском Курдистане, этот медиа, который враждебно относится к курдским вопросам, к курдам, особенно медиа РПК, она сделает так, чтобы все курды стали врагами иракского Курдистана. Они так это делают. Если курдская медиа этого не остановит с контрпропагандой, с психологической войной, с манипуляцией, если это не делает, это будет ужасно. Все будут враги иракского Курдистана сегодня. Все будут. Фактически, вы знаете, я одну вещь вам скажу, одну вещь интересную. Недавно турецкий генерал, я сейчас хорошо помню, они могут запросто искать в социальных медиа. Турецкий генерал недавно выступал, он говорит, мы не боимся РПК. У нас РПК это контрольная война. Мы контролируем эту войну. У нас единственный цель Барзани, чтобы он там в Северном Ираке не создавал государство. И он что говорит потом? Он говорит, мы добился одно. Мы сделали турецкие курды, чтобы враждебно относиться к Барзани. И они добились это. Понимаете? Это почему? Курдская медиа не могут против этого стоять. Почему она не может контрпропаганду делать против этого? А почему, вот скажи мне, почему? Почему не могут? Азат, это вы же тоже лучше, чем меня знаете. Это, несмотря, это моя специальность, вы лучше меня знаете. Медиа тоже, как другая, как любая наука, это тоже одна профессия, которая должна хорошо разбираться в этом. Извини меня. Но это же не может длиться бесконечно, Азат. Этот процесс не может длиться бесконечно. Любое действие вызывает противодействие. Когда-нибудь это противодействие. Вот каждый день мы слышим по телевизору, что происходит в Курдистане. Благодаря этой РПК экологическая гуманитарная катастрофа. Ну как? Ну нельзя все время, понимаешь, сжаться, так, иди хотя ретаны. Понимаешь, когда это кончится? А потом, Аза, вы знаете, вот это слово я не люблю, когда, я не знаю, курды не должны проливать кровь курдов. Я согласен, но если курды, но если одна страна, она не защищает интересы, извините, враждебные стороны курдского народа, какие они курды, извини меня. Это же, вот именно. Вы хорошо историю знаете, нигде, как курды думают сейчас, что мы должны быть едины. Это нигде в мире не произошло. Даже возьми Россию. Россия были красные, были белые. В Китае была коммунистка, была коммунисты. В Америке была юг, была. Всегда была. Там есть разные организации, разные тенденции. Даже не обязательно быть связан с присутствием враждебных государств. Может быть, он неправильной политики ведет. Одна ведет правильную политику, народ идет за них, освободить своего народа. Другая ведет или враждебные отношения к своего народа, или неправильно. Поэтому сегодня то, что в иракском Курдистане происходит, иракское курдское правительство, это защищает национальный интерес курдов. И они имеют полные права в своей территории, где контролируют. Они имеют полные права, что хотят делать. А РПК пришла и говорит, нет. Почему РПК уважает законы это Турция, Ирана, Сирия, Ирака? Почему не уважают законы? Потому что они их люди, потому что они от них получают, потому что они на них работают. Не уважает.
Нет, Вот не поэтому уважают, вопрос конечно. стоит в этом. Поэтому они вопрос в этом стоит. И поэтому здесь вопрос не уже это пролита кровь братов. Это же такого Да, ну это нету смешно уже. просто. Какие они братья? Это Смешно. я в этом чуть-чуть Скажи, не, я пожалуйста, ладно, мы с тобой не, уже долго говорим. Извини, я хочу еще пару вопросов тебе задать. Вот да, Рожава. да. Какие перспективы у Рожавы? Рожава, Сирия, сирийский Курдистан. Вот, понимаешь, как станции звучат эти названия. И по Да. этому пути мчится Курдский экспресс. Будет ли остановка Западный Курдистан, не северо-восточная Сирия, не какой-то бред хреновый, извини за грубость. Мы дождемся этого, что там что-то произойдет. И каковы перспективы того, что Рожава выйдет из этой спячки? Мне кажется, я много раз об этом выступал, я буду выступать. И сейчас, кстати, последняя встреча Байдена и Путина тоже об этом был разговор, Да-да-да. я знаю. Но я хочу что сказать. У Рожава было очень много возможностей, что добиться что-то. Было очень. Да. Я так считаю, и Россия, и США даже, и даже Россия больше. Они заинтересованы была бы после решения сирийского кризиса. Курды должны добиться какой-то... Конечно, может быть, мне и тебе это не хватает, то, что они предлагают. Но они были Точно за. не хватает. Точно не Они хватает. но они положительные относятся, что курды должны быть какой-то права. Это уже положительные. Они негативно не относятся. Также США, Да. также Россия, также Европа. Но вы знаете, у России, почему Россия так думает? Россия думает, что в конце концов Сирия остается в их руках. Я всегда говорю, Россия приводит политики в отношении сирийского Курдистана точно такая же политика в 70-е годы, когда они провели отношения с иракского Курдистана. Для России заинтересованы, чтобы Сирия полностью была в их руках. Чтобы полностью в их руках, Да, там но есть это очевидно. ради Это очевидно. Да, они хотят, чтобы была стабильность, была спокойно, была это. Для этого курды занимаются большой частью в Сирии. Поэтому Россия понимает, если курды не будут довольны, всегда будет проблема. Запад всегда будет провоцировать. Это же не секрет. Поэтому Россия заинтересована, что да, пусть будет, может быть, не за отделение, но пусть курды получают права, даже в Конституции какие-то права получают. Также Окей, США думала. хорошо. Но Азат, извини. Россия так да. считает. Россия так считает. Прекрасно и очень здорово. Но на кого делает акцент? На кого она хочет? Кто должен прийти там? Вот кто будет это делать? Кто? Когда Хороший голова вопрос. немножко вообще, понимаешь, больная на всю катушку, на кого опирается Россия сегодня? Да, сейчас я скажу. Вот здесь я почему говорю, очень много возможностей были в руках сирийских курдов. К сожалению, и это тоже, я бы сказал, это один проект, чтобы сделали, чтобы курды не добились какие-то права, РПК вмешивала туда тоже, в сирийском Курдистане, вмешивала. И она так устраивала, чтобы курды ничего не получили. Ничего не получили. Фактически, понимаете, даже я вам пример даю. Я всегда говорю, ну хорошо, интересы России часто бывают с вами, интересы США часто бывают с вами. Когда у них интересы с вами, вы тоже скажете, дайте нам тоже возможности, что мы участвуем в Конгрессе в Сочи, в Астане, в Женеве. Мы тоже хотим участвовать. Они, кстати, я могу задавать даже зрителям и слушателям, и даже и вам. Вы слышали когда-нибудь, что Таеда или как, если этот, который в Сирии, они когда-то сказали, мы хотим участвовать в Женевской конференции или в Сочи, или в Астана. Никогда не говорят. Знаете почему? Нет. Они не заинтересованы, курды получили легитимность. Если курды участвуют в этих международных конференциях, курды получают легитимность. А легитимность – это уже половина дела. Они не заинтересованы. Курды получили легитимность. Поэтому они будут так устроить, чтобы ничего курдам не получилось у курдов. Единственное, там есть другие курдские партии, есть другие патриотические партии, но, к сожалению, они доминировали все это сирийский Курдистан. Если другие партии, даже, скорее всего, они это не могут делать. Если они что-нибудь делают, они должны воевать с ними. Другого выхода нету. Они не могут. И я так, к сожалению,
у меня такой, на ваш вопрос, я не буду долго говорить, у меня такое ощущение, Россия в любом случае, я так считаю, даже последние события нам показывает, Путин и Байден об этом говорили, о сирийском кризисе вообще. Я так считаю, мое мнение это, Сирия, в конце концов, США будут уступать России Сирии, но Россия будет отдать такую же уступку в другой месте для США. Сирия остается в руках России. Я так считаю, Россия заинтересована, какие-то права курды получили после решения сирийского кризиса. Но я всегда говорю, если курды были бы организованы, если курды были бы активны, если курды были такие порядочные, вели себя как защитить свои интересы, они могли этот квоту повышать, этот права. Россия не против, США не против, Россия тоже не против. Но если курды в таком состоянии, как сейчас есть, то, что Россия будет, я так считаю, по моему мнению, это будет в рамках культурного права, в конце концов, когда будет решение сирийского кризиса, Россия будет давить на новый режим после этого, кто будет, неважно уже, чтобы курды получили какие-то права. Но это право, может быть, нам с тобой не устраивает полностью. Но все равно это, но здесь, не знаете, что здесь? И это, о чем вы говорите. Я так считаю, это право вполне возможно не отдать, я имею в виду, как управлять этот регион, курдский регион, так сказать, культурное право или что, неважно, что дадут. Они не дадут ни Пееде и ни другим. Даже будут люди, скажем, губернатор курдского региона, могут вполне возможно быть какой-то другой человек, независимо от других партий. Вообще не от партии, он будет управлять это. Потому что, почему я об этом говорю? Потому что этот Пееде не может быть защищать интерес курдов. Они же открыли, они говорят, мы не за какой-то курдский, скажем, автономию или культурное право, или что. Мы за демократические Сирии боремся. В рамках этого мы тоже будем граждане, нормальные граждане Сирии и все. Поэтому это явно они ничего не хотят. И, к сожалению, другие партии тоже, они не активны, не организованы. Единственная у меня надежда о том, что я, исходя из них, понимаю, Россия заинтересована, что курды для себя, для России, я имею в виду, чтобы Сирия была стабильной, чтобы была спокойна, курды тоже должны быть довольны. Ну, как-то хоть чуть-чуть. Да, но курды не будут довольны. Ну, они дадут какие-то права, я так считаю. Слушай, скажи, пожалуйста, вот после, так сказать, встречи Байдена и Путина, один представитель ДПН, который там сидит в Вашингтоне, он сказал, что якобы, вот ты подтвердишь, что Байден сказал Путину в Женеве и Эрдогану в Брюсселе, что курдов рожавый не трогать, Америка вам не позволит. Это так или это фантазии? Ну, вы знаете, я бы сказал, это фантазия. Знаете почему? Мы же, политика должен, исходя из реальной ситуации, просто мы можем делать. Не просто искать. Значит, за этим заявлением ничего такого нет, да? Вы знаете, почему я об этом думаю? Это не должен быть так. Потому что то, что Турция сейчас делает в Ираке и в Сирии, это не без ведомства США. Это не без. Если США не хочет, ни одни самолеты Турции не могут бомбардировать иракский Курдистан, если США против. США дают согласие. Также в Сирии. Если США не согласны, Турция не может. Турция не может ни один шаг делать. И поэтому, исходя из этого, я так считаю, Аза, дай Бог, я ошибаюсь, дай Бог. Но у меня такое ощущение, США собирается оставить Сирию. Я так считаю. И что будет назад? Вот США уйдет. И что с оставить Сирию. Знаете, почему я думаю? Недавно, после Байдена, это недавно, месяц назад, встретили делегации США, приехали в Рожава, в Сирийском Курдистане, встретились с курдской партией. Там один слово мне было интересно, то, что они сказали. Они задали курдам вопрос. А как вы думаете, если США выйдет отсюда, вы что будете делать?
они задавали курдам вопрос. Если мы выйдем отсюда, что вы будете делать? А курды сказали, а что мы будем делать? Я почему об этом думаю? У меня такое ощущение, США, Байден, они смирились с Эрдоганом. Смирились не то, что Эрдоган им нравится. Они смирились с ними, альтернатива нету. А для США нужен какой-то союзник, сильный союзник в регионе, чтобы защищать их интересы. Ну да, США, как я говорю, но нам не надо забывать, Эрдоган не будет делать все, как США хочет. Но, как я говорю, США играет с Эрдоганом как в шахматы гамбит. Они ему дают какую-то первую пешку дают убивать, а потом будут уже свои цели, свою политику вести в Турции. Эрдоган тоже это очень нужно сейчас, очень нужно. У него экономический кризис, у него политический кризис, у него слабая позиция. Он нужен всем, он нужен России, он нужен всем, просто всем. Поэтому здесь я, к сожалению, я не пессимист, я как реалист смотрю на ситуацию. Дай Бог, я ошибаюсь, но я одну вещь мне чуть-чуть думаю, что я думаю, даже если американцы видят оттуда, я могу так думать, что Россия не дает Турции полностью, чтобы справиться с курдами в Сирии. Это не вообще, ты знаешь, у меня большие сомнения, что американцы, так сказать, вильнут хвостом и уйдут. Как-то это так нелогично, с одной стороны. Нет, ты знаешь, сказать можно все, что угодно. Знаете, почему я об этом я не говорю? Это значит, когда они видят, они оставят Россию уйдут. Это же договаривается между собой. Это вы Сирии даете мне, а я вам даю там. Понимаете, американцы ничего не потеряют. Американцы от России получают в другом месте. Или в Украине, или в Венесуэле, или в Северной Корее, или где-то. Понимаете? Это договор. Исходя из этого, я думаю. И торг уместен. Слушай, но мы с тобой уже... Да, это настоящий торг. Ну, это было всегда во все времена. Завершая нашу интересную очень беседу, знаешь, вот такой вопрос я хочу тебе задать. Можно ли сказать, что курды – это народ, с очень ярко выраженным национальным самосознанием? Если да, твои аргументы, а если у тебя есть какие-то сомнения, тоже обоснуй их. Я так считаю, да. Знаете почему? Я бы так сказал. Вы знаете, Аза, смотря из истории, любой имперский народ, смотря Россия, смотря Италия, смотря Греция, Египет, у них такая сильная культура. И у них еще другая, они всегда испокон веков имели жить с другими национальностями. И другие национальности в их стране себе чувствовали комфортно. Я так считаю, исторически, когда я смотрю курдов, да, у нас вы знаете, мы с армянами, с сирийцами, с арабами, с турками, мы всем жили. Все жили в Курдистане. Все это народы, они всегда жили с курдами комфортно. Они себе комфортно жили. И многие чувствовали, что граждане Курдистана здесь. Это самое национальное сознание у курдов, широкий такой. Даже я не сказал, чуть-чуть имперские взгляды у курдов. С точки зрения других национальностей церкви, она в себе сохраняет. Да, она в себе сохраняет. Вот я могу... Вы знаете, если не взять политические вещи, политика всегда, всегда не очень-то хорошая, я бы сказал. Всегда люди могут, каждый по-своему думать, но живет традиционно. Если я встречаю одного армянина, который живет в Курдистане, одного ассирийца, одного араба, они всегда только позитивно относятся к этому. И доказательство этого, иракский Курдистан сегодня, все христиане Ирака, из Багдада, из Насрия, все приезжают в Курдистан жить. Это доказательство, что у нас есть такое терпение, у нас есть такая традиция, культура открыть душу для других национальностей, других культур, других традиций. У нас нет проблем. Это знаете почему? Потому что мы не боимся. У нас сильная культура, сильная традиция. Я так считаю. Да, я с тобой совершенно согласна, и я хочу напомнить нашим зрителям, у которых были и есть какие-то сомнения, которые, так сказать, вообще непонятно, куда идут, подавшись каким-то эмоциям. Слушайте,
Мы народ с такой великой культурой, потому что наш путь в истории, в цивилизацию начался так давно, в такой глубине, что даже мы не можем определить, когда это было. Но мы сохранились. Слушай, все эти великие империи, Шумер, Аккад, Древний Египет, куча других, это сама Сирия древняя, где они сейчас, их нет. Мы сохранились вопреки всему, мы сохранили самое главное в себе, мы сохранили свою особость, мы сохранили свою землю, свою культуру, свой высокий имперский дух, он никуда не исчез из Кубы, мы ничего не потеряли. Правда, мы на этом пути совершали много ошибок, но кто их не совершает? Тот, кто не совершает ошибок, тот не знает правды. Я очень надеюсь, что все-таки ты знаешь, потенция у нас такая огромная, что она дает нам оптимизм. Единственное, что я хочу, чтобы все заблуждающиеся, все ошибающиеся, пожалуйста, просто подумайте, включите голову, изучайте нашу историю. Вот ты так много всего написал по курдской истории. Читайте Азада, читайте Экрема Энеда. И вообще, так сказать, уважайте в себе свою курдскость. И только тогда у нас что-то получится. У нас есть повод для оптимизма и для уверенности в завтрашнем дне, потому что у нас стержень есть, и он очень мощный. Слушай, я тебя обнимаю, спасибо тебе огромное за этот разговор. Я надеюсь, что нашим зрителям было это интересно, и как-то они что-то услышали для себя новое. Спасибо огромное нашему Маруфу, который всегда нас поддерживает. Дорогие друзья, берегите себя, своих близких. Все, правда, очень серьезно. Я имею в виду все эти болезни. Не расслабляйтесь. И верьте в свой народ. И тогда все у нас будет с вами хорошо. Обнимаю. Пока, мой дорогой. Спасибо. 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 До свидания. До свидания.